Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Людзей пачулі і дапамаглі. Па даручэнні старшыні аблвыканкама ў пасёлку Чырвоны Сцяг капітальна адрамантавалі дом. Культурная спадчына Беларусі, неглебская тэкстыльная традыцыя ўключана ў спіс ЮНЕСКО. Падарункі і упрыгожванні на любы густ. Навагоднія кірмашы сочаць за попытам і трэндамі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Цяпер тут цёпла і дах не цячэ. Па даручэнні старшыні гомельскага аблвыканкама Івана Крупко ў пасёлку Чырвоны Сцяг Будакашалёўскага раёна прывялі ў парадак дом. Са скаргай на стан жылля на асабісты прыём прыйшла мясцовая жыхарка. Тэрмін, адведзены на рамонт, выйшаў. Нашы карэспандэнты выехалі на месца і даведаліся пра стан спраў. Нават невялікі дождж і ў доме потоп. За 50 гадоў ён не ведаў рамонту. Ганна Катлярова звярнулася к кіраўніку вобласці Івану Крупко з просьбай аб дапамозе. Будынак 67-го года ўзвядзення літаральна прасвечваўся наскрозь і не трымаў цяпла. Дах стары і, са слоў жыхароў, выконваў сваю функцыю толькі ад дажджу да дажджу. Да капітальнага рамонту прыступілі ў жніўні, аднак работы праводзіліся не хутка. Кіраўнік рэгіёна паставіў задачу: работы павінны быць завершаны да наступлення халадоў. После поручения председателя Гомельского областного исполнительного комитета Крупкова Ивана Ивановича работы были усилены. В том числе мы привлекли сюда дополнительные субподрядные организации, также были усилены работниками коммунальной нашей службы, что позволило сделать данный дом в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией. Вось ён, прыгожы, свеженькі аранжавы дом. Нават і не пазнаць. Тут замянілі дах, сістэму ацяплення і водазабеспячэння. У тым ліку і па кватэрах. Зроблены рамонт фасадаў, ганак, заменены дзверы і установлены новыя сістэмы газаснабжэння. Мы, жители этого дома, хотим в первую очередь поблагодарить Крупко Ивана Ивановича за помощь. Благодаря только ему у нас вот такой красивый дом после капитального ремонта. Также хотим поблагодарить рабочих, которые трудились и сделали качественно свою работу. Мы очень благодарим их и довольны ими. Также хотим поблагодарить и Новик Евгения Витальевича, это директор коммунхоза наш, который действительно помогал нам во всех вопросах, которые возникали, и решались они как-то легко с ним и быстро. Мы довольны. В квартирах стало тепло, уютно, и крыша хорошая, и фасад хороший, и в подъездах двери. Ну, очень довольны. В целом неплохо. Кровля не текет, все сделано прекрасно. Так, как было. Это честное слово, это земля и небо. Мы сами принимаем участие, если какой-то мусор или что-то. Большое спасибо Иван Иванович Крупко, губернатор области, и вновь назначенный директор Новик Евгений Витальевич. Ему тоже большое спасибо. Дом очень хорошо сделан, бригады очень хорошо работали. Большая благодарность им. А як жа асфальт і лаўкі? Тут людзей супакоілі. Праца яшчэ не скончана. Наперадзе добраўпарадкаванне пры дамавой тэрыторыі. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сусветнае прызнанне. Неглебская тэкстыльная традыцыя ўнесена ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Архаічная рыса і складаная сімволіка спалучаюцца ў рушніках, прадметах адзення і інтэр'еру, а выкарыстанне самабытных тэхнік ткацтва і вышыўкі робяць творы унікальнымі. Неглебскія рушнікі – гэта жывая легенда, вытканая з нітак да 25 розных адценняў. Традыцыя налічвае больш за 120 унікальных узораў, якія сыходзяць каранямі ў тысячагадовую гісторыю. У кожным захавана пасланне, пажаданне добра, любові, росквіту і моцнага здароўя. У тыя палаценцы прынимали младенца новорожденного, мыли, вытирали, так, крестили, тоже полотенце было тое, ну, рушничок, как мы называем, женились, под ноги ставили, жизнь заканчивалась, и людей в старину на рушниках опускали на кладбище в ямку.
Магчыма, асобныя ніткі ўзораў і сустракаюцца дзесьці яшчэ, але толькі ў Неглюбцы яны сплятаюцца ў непаўторную сімфонію. Як адзіная мелодыя, арнаменты рытмічна накіроўваюцца да сэрца тканіны, галоўным узорам. Гэты складаны народны код, які перадавалі з пакалення ў пакаленне, расшыфраваны рукамі неглюбскіх майстрых. З уключэннем неглюбскай тэкстыльнай традыцыі спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО налічвае 7 беларускіх элементаў. У іх ліку юр'еўскі карагод, культура бортніцтва, мастацтва саломапляцення і выцінанкі. Беларусь рыхтуецца да ўсебеларускага народнага сходу. Дэлегаты працягваюць абмяркоўваць праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшую пяцігодку. Дакумент лёсавызначальны. Ён зафіксуе вектары, якія павінны стаць арыенцірамі дзеля паляпшэння якасці жыцця беларусаў. Акцэнт на моцныя рэгіёны, развіццё эканомікі і турыстычнага патэнцыялу. Але ў цэнтры ўвагі чалавек. Сваімі думкамі падзяліўся старшыня абласной арганізацыі беларускага прафсаюза работников лесу и природокорыстания Александра Василенко. Самое важное, на мой взгляд, то, что в приоритете во главе угла стоит человек. И это все создано для того, чтобы и обеспечить достойную заработную плату, и чтобы человек мог и отдохнуть, и пообщаться с природой. Это, наверное, самое главное. Поэтому развитие, гармоничное развитие личности. Ну и я, как будем говорить, я делегат Всебелорусского народного собрания от Федерации профсоюзов, конечно, и это для нас крайне важное направление. Работа с людьми, это создание здоровых условий труда, это сохранение здорового морального климата в коллективе. Ярка і з размахам. У Гомелі адбыўся 28-й форум студэнцкіх талентаў «Зімовая вясёлка». Конкурсная праграма ладзілася пад дэвізам «Маладзёжная сталіца збірае сяброў». На адной сцэне сышліся самыя яркія і крэатыўныя студэнты ўсіх універсітэтаў рэгіёна. Наша здымачная група трапіла за кулісы. Тацяна Пеменёнкава падзялілася ўражаннямі. У мінулым годзе студэнты ГДУ імя Францыска Скарэна сталі ўладальнікамі гран-пры форуму студэнцкіх талентаў, але спачываць на лаўрах не ў іх правілах. Сёлета планка паднятая яшчэ вышэй, канкурэнцыя вастрэйшая. У планах даказаць, што леташняя перамога не выпадковасць, а заканамерны вынік спалучэння студэнцкіх талентаў і упартай працы. Главное, чтобы сами студенты, которые выступают, первокурсники, которые только начали вливаться в эту студенческую жизнь, почувствовали, что такое творчество, что такое объединение, что такое выступление на больших сценах. Это очень хорошие навыки для будущего и для профессионального роста в дальнейшем. Свет інавацыі і творчасці адкрыўся маладзёжнай інтэрактыўнай выставай. Гэта візітныя карткі студэнцкіх каманд. У кожнай свае праекты, вопыт і натхнення на новыя здзяйсненні. А самае галоўнае, яны ведаюць, як можна змяніць свет вакол сябе ў год добраўпарадкавання. Молодежной площадки «Новое сердце Чечерска». Эта уже площадка существует, мы ее реконструируем, вносим новые изменения, такие как спортивная площадка, лавочки. Они идут у нас с интересной особенностью, они идут на солнечных батареях, то есть можно будет заряжать свои мобильные устройства, оставаясь на связи с учебными материалами, с друзьями, такого вот плана. Форум студэнцкіх талентаў – гэта заўсёды свята. Сёлета яно падвоенае, бо Гомель – маладзёжная сталіца Беларусі. На працягу года абласны цэнтр прымаў шэраг мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню. Канец 2025-го. Нагода праявіць сябе з творчага боку і паказаць, як наша студэнцтва умее сустракаць гасцей. Креатыўнасць, упэўненасць у мяне за паўгадзіны прадэманстраваць увесь спектр талентаў. Дэвіз гэтага года «Маладзёжная сталіца збірае сяброў». Гэта ў многім абавязвае. Самае галоўнае – прадэманстраваць спектр талентаў і паказаць гасціннасць і душэўнасць гомельшчыны. Месцы знаёмыя з дзяцінства, культурныя асаблівасці вачыма замежных студэнтаў. У кожнага універсітэта свой погляд. Аднымі з першых на сцэну выйшлі будучыя медыкі. Здравствуйте. Подскажите, какие ваши эмоции после выступления? Эмоции невероятные. Мы долго готовились. Другие команды тоже классно выступали. Эмоции невероятные. Все ли получилось, как задумывали?
Да, большинство, все почти прекрасно получилось. Форум студэнцкіх талентаў «Зімовая вясёлка» праводзіцца з 1997 года. За гэты час праект стаў візітнай карткай Гомельшчыны. Аналагаў яму няма ў краіне. Уровень подготовки ребят растет с каждым разом. Действительно, бывает на репетициях, я приоткрою немножко эту завесу, мне было интересно смотреть, мне было классно уже на репетиции, но сейчас ребята вышли, совсем другая энергия, совсем другие эмоции на лице, да, и это очень здорово от них видеть и такой уровень подготовки. Действительно, не просто выйти и спеть песни, а еще они заложили какую-то суть своего выступления, которая прослеживается от начала и до конца этого выступления. Ребята большие молодцы. Вясёлка – гэта 7 колераў, роўна 7 рэгіёнаў. А таму ў планах арганізатараў пашырыць форум талентаў да рэспубліканскага ўзроўню. Тацяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Каб ратаваць жыцці, не трэба мець дыплом урача. Часам для гэтага дастаткова быць здаровым, адказным і смелым. Свой першы прафесійны ўклад, 450 мл крыві, будучыя медыкі зрабілі яшчэ студэнтамі. Каля 200 чалавек сталі ўдзельнікамі акцыі «Дзень донара». З падрабязнасцямі Дар'я Дрожжа. Студэнт медуніверсітэта Віталь Мяцельскі ў донарскім крэсле ўпершыню, але адчувае сябе ўпэўнена. Кажа, гэта прафесійны доўг, які ён аддае яшчэ да атрымання дыплома. Яго кроў хутка можа спатрэбіцца таму, хто змагаецца за жыццё ў аперацыйнай або рэанімацыі. Давно хотел записаться и поучаствовать, так скажем, в донорстве. Понимаю, что это важно, однажды это может кому-то спасти жизнь. Так как первый раз сдаю кровь, вручили кружку, останется на памяти, это довольно приятно. Донорам можа стаць кожны здаровы чалавек ва ўзросце ад 18 до 60 гадоў, вагой звыш 50 кілаграмаў. Пры гэтым бяспека ў прыярытэце. Абавязкова спачатку медыцынскі агляд і аналізы. Гэтае строгае правіла абараняе і самого донара, і будучага рэцыпіента. Вторая отрицательная группа крови. Евгения Буднік здае кроў уже 9-й раз. Яе гісторыя – лепшае адказнае пытанне, хто можа стаць донарам. Той, чыё жаданне дапамагчы мацней за асабістыя страхі. Я считаю, что это очень важно, и вообще считаю, что каждый человек должен в какой-то степени помогать другим людям, хоть и косвенно. На самом деле я очень боюсь иголок и уколов, но мое желание помочь людям, оно превышает мой страх. Таких, як Віталій Евгения, больш за 200. Дзень донара ў Гомельскім медыцынскім універсітэце штогод збірае вялікую колькасць добраахвотнікаў. Очень приятно видеть, какой отклик идет у студентов. Буквально за 3 часа у нас закрылась запись на регистрацию на донорство, потому что студенты очень, будущие медики, они очень заинтересованы в этой акции. Ребята осознанно и с большим удовольствием всегда идут на эту донацию. Данные акции направлены на то, чтобы, во-первых, пополнить банки крови нашей Гомельской области. Это очень важно, это очень нужно. Вторая сторона данной акции – это привить нашим студентам знания и любовь к донации, для того, чтобы они собственным примером, собственными знаниями могли и в дальнейшем развивать данное направление. Акцию провели у Гомельской университетской клиницы. Менавіта тут многие со студентов проходят практику и у будущего почнут урачебную карьеру. В мире придумано очень много кровозаменителей, которые помогают спасать жизнь. Но еще такое значимое событие не произошло в мире, чтобы кто-то заменил настоящую живую кровь. Поэтому кровь, которую сейчас дают студенты, тем более это молодые люди, они практически все здоровы, у них здоровая кровь, и она 100% поможет спасать жизни нуждающимся пациентам. На Гомельшчыне штогод адбываецца больш як 50 тысяч донацый, што ў пераліку на гатовыя кампаненты складае звыш 40 тонн крыві. Такі аб'ём неабходны, каб забяспечыць усе бальніцы в области. І дзякуючы рэгулярным акцыям і адказнасці донараў, гэты запас удаецца падтрымліваць. В современном мире практически нет заменителей крови, поэтому кровь очень важный компонент и очень большая потребность в экстренных ситуациях. Это какие-то дорожно-транспортные происшествия, экстренные какие-то чрезвычайные ситуации, скажем так, с задействованием большого количества пострадавших. Большое значение в родовспоможении имеют компоненты крови. Достаточно большое количество людей осознанно идут на такой шаг, как донорство, с настроением и с убеждением, что это хороший поступок в жизни. Інфармацыю пра ўмовы здачы крыві можна знайсці на сайце Гомельскага абласнога цэнтра трансфузіялогіі donor-gomel.by. Дар'я Дрожжа, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Чым бліжэй калядныя і навагоднія святы, тым вышэй актыўнасць пакупнікоў. Самы час вызначыцца з падарункамі і атрыбутамі сямейных урачыстасцяў. Нашы карэспандэнты наведалі навагодні кірмаш на цэнтральным рынку Гомеля і пацікавіліся прапановамі і цэнамі. Галоўныя атрыбуты навагодніх кірмашоў – ёлкі на любы густ і кашалёк. Тут іх больш за 15 відаў. Самыя маленькія дрэвы па 70 сантыметраў каштуюць ад 30 рублёў. На вялікую прыйдзецца раскашэліцца. Цэны могуць даходзіць і да 700 рублёў. Пакуль пакупнікам прапануюць толькі штучныя ёлкі. З наступнага тыдня ў продажы з'явяцца і жывыя. Я предпочитаю, наверное, по своему уже возрасту все равно натуральную. Это все-таки и запах, это природа, это как бы все-таки... И запах детства, понимаете. Вот. Привыкли вот живое. Прадаўцы сочаць і за трэндамі. Зараз у модзе ўпрыгожваць навагоднія дрэва яскравымі цацкамі ў стылі савецкіх часоў. Іх кошт вагаецца ад 2 до 50 рублёў. Фігуркі Дзеда Мороза і Снягуркі каштуюць ад 15, з музычным суправаджэннем ад 30. У нас можно приобрести любое украшение, новогодний ассортимент в полном объеме. Снегурочки, Деда Морозы, гирлянды, сувениры, шарики. Все для создания праздника. Для навагодніх прэзентаў у асартыменце ручнікі, календары, снежныя шары з падсветкай, свечкі са штучным полымем. І куды ж без сімвала Новага года. Коні от плюшевых до керамичных на любой густ. Новый год для меня всегда очень такой теплый праздник, поэтому украшаю по максимуму дом. Всегда ставлю елку, украшаю остальными там мишурой, огоньками, дверь, веночек вешаю, поэтому здесь достаточно представлен большой выбор. Есть семейная традиция, что мы каждый, мне мама дарит, я маме дарю, такие вот мини-фигурки каждого Нового года, символа года. Што тычыцца гірлянд, сёлета папулярнасцю карыстаецца хвойная лапа. Іх можна знайсці ад 10 сантиметров до 100 метров даўжынёй, а таксама ў фармаце шторак на окно. Есть также бисер, есть также звезды и есть просто обычная роса. Она тоже очень нежная и красиво смотрится на окошке. Есть у нас шторочки в ассортименте, звездочки. Тоже берут организации и на большие окна в дома. Также актуально в этом году бахрома. Это тем, кто хочет украсить улицу, организациям, и бобины. Тех, кто украшает елочки на улице. Я приехала за гирляндой. У всех на самом деле очень большой выбор. Но мы остановились на белой, нам подсказали, посоветовали, потому что у нас голубая елка. Вот. С черным нам не подходит. Но в целом очень завлекает то, что очень вежливые продавцы. Прям это очень подкупает. Не знаешь, к кому подойти. И к тому хочется, и к тому, и того что-то купить, и у этого. Так в целом очень довольна. Прадаўцы адзначаюць, што па меры набліжэння да святаў пакупніцкі попыт з кожным днём павялічваецца, а значыць, самыя гарачыя дні навагодніх продажаў яшчэ наперадзе. Ёлачныя базары ў рэгіёне разгорнуцца з 20 снежня. Владислава Галабокін, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Сотрудники наркоконтроля Гомельщины задержали иностранца с опасным психотропом. Молодой человек через мессенджер устроился оптовым курьером интернет-наркошопа. В его обязанности входило забирать в сопредельном государстве запрещенное вещество и ввозить на территорию нашей страны для дальнейшей реализации. В арендуемом автомобиле обнаружено изъято свыше 5 килограммов товара. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Жительница Гомеля лишилась квартиры после многоступенчатой схемы мошенников. Неизвестные выманили личные данные, представившись сотрудниками организации по обслуживанию домофонов. Далее последовал звонок от якобы представителя Комитета госконтроля и Следственного комитета. Собеседники убедили пенсионерку, что специалисты по домофонам выманили у нее код для взлома личного кабинета мобильного оператора. Это привело к утечке персональных данных, грозит оформлением на нее кредитов и использованием банковского счета для финансирования
финансирования вооруженного конфликта. Злоумышленники заставили женщину продать квартиру, чтобы заблокировать ее аукционную продажу за границей. Деньги за жилье пенсионерки забрал житель Минской области и отвез их в Москву. Молодой человек сам попался в сети аферистов и был уверен, что выполняет задания правоохранителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. 18-летней речичанке придется выбросить телефон после помощи новому знакомому. В ходе общения в одном из мессенджеров мужчина попросил девушку выйти из ее учетной записи и войти под данными, которые он выслал. Предлог – якобы техническая неисправность его телефона и необходимость им воспользоваться. Смартфон пострадавшей сразу же был заблокирован, а на экране появилось требование перечислить 3000 рублей для разблокировки. Денег девушка никому отправлять не стала и обратилась в милицию. К сожалению, восстановить доступ к учетной записи после того, как жертва подобного вида мошенничества сама предоставила доступ преступникам, невозможно. Телефон после подобных манипуляций превращается в условный кирпич. В Гомеле на стройплощадке зарегистрирован пожар. Возгорание жилого дома произошло в Гомеле по улице Денисенко. Работники МЧС оперативно ликвидировали пламя. Пострадавших нет. В результате пожара уничтожен утеплитель на кровле. Поврежден строительный инструмент. Причина происшествия устанавливается. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны в обращении с огнем. Также рекомендуем установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112. В Гомельском районе водитель «Тойоты» сбил пожилую женщину на дороге. ДТП произошло в поселке Победа на улице Центральной. Пенсионерка пересекала проезжую часть в неустановленном месте и при этом не была обозначена световозвращающим элементом. С телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» одержала очередную победу в чемпионате. На выезде обыграна городничанка со счетом 28-24. Наша команда продолжает возглавлять турнирную таблицу на пару с БНТУ «БелАЗ». Оба коллектива набрали по 22 балла. На 6 отстает замыкающая тройку городничанка. Российский вратарь Константин Кузмаул пополнил состав хоккейного клуба «Гомель». Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. 26-летний голкипер – воспитанник Южного Урала из Орска. Нынешний сезон начинал в Жлобинском «Металлурге», за который провел 4 матча в Кубке Салея и 1 поединок в экстралиге. В минувшей кампании выступал в составе Витебска. На базе Ледового дворца «Металлург» прошел тренировочный сбор с участием юношей 2009-2010 годов рождения. В нем приняли участие 23 спортсмена, представляющие детско-юношескую спортивную школу Бобруйска и Центр Олимпийского резерва Жлобина. Напомню, между организациями заключен договор сотрудничества. К лагерю также присоединились лучшие бомбардиры «Металлурга» Ю-15 Владислав Кунцевич и Стефан Гроховский. На протяжении 2 дней с ребятами работали жлобинские тренеры, а также специалисты из Бобруйска. В программу лагеря были включены занятия по общефизической подготовке и ледовые игровые тренировки. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда опубликовала список первых спортсменов из Беларуси, которым присвоен статус индивидуального нейтрального атлета. Его получили фристайлисты Анна Гуськова, Анна Деруга, Анастасия Андреянова, Игорь Дробенков и Владислав Вознюк, а также горнолыжница Мария Чканова. Указанные атлеты смогут принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В течение ближайших дней и недель по мере проведения дополнительных проверок соответствия требованиям Международная федерация будет публиковать обновленные версии списка нейтральных спортсменов. Белорусские атлеты выиграли 7 наград международного турнира по боксу среди молодежи в китайском Харбине. В активе 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Победы в финалах одержали Захар Веленко и Денис Лисун. В командном зачете соревнований в Харбине сборная Беларуси показала 2-й результат.